Ситуация, которая не дает покоя многим узбекам. Это длится слишком долго. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Бухарском областном суде по уголовным делам начался новый судебный процесс над 39 обвиняемыми по делу о протестах в Нукусе, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана. 20 задержанным предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Еще 7 обвинили в распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности. Кроме того, еще 7 задержанных подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 2 и более лиц, а еще 4 подсудимым предъявлены обвинения в незаконном завладении оружием. Одного из фигурантов подозревают в грабеже с применением насилия. Обвиняемыми по делу, как уточнили в пресс-службе Верховного суда, проходят, кроме прочих, юрист банка, адвокат, журналисты, водители, безработные и другие. Решением суда все подсудимые были заключены под стражу. 31 января в Бухаре завершился первый суд над 22 участниками протеста в Каракалпакстане. Журналист Даулетмурат Тажимуратов, которого следствие считало главным организатором протестов, получил 16 лет колонии. Также суд приговорил 15 участников массовых протестов к лишению свободы сроком от 3 до 8,5 лет. Другие обвиняемые по делу о событиях в Каракалпакстане, в том числе журналистка, учредитель сайта makan.uz Лалагул Калыханова, получили условные сроки или приговоры, связанные с ограничением свободы. Суд также отметил для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Протесты в столице Каракалпакстана в Нукусе начались 1 июля из-за проекта поправок к Конституции, среди которых было предложение исключить из основного закона положение о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. 2 июля в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономии республики, если каракалпакский народ недоволен. МВД Узбекистана назвала демонстрации незаконными. В сообщении ведомства также говорится о неправильном толковании конституционных реформ. 4 июля стало известно, что парламент Узбекистана принял решение сохранить в новом проекте Конституции статус суверенитета Каракалпакстана. Под данным Генпрокуратуры Узбекистана, жертвами беспорядков стали не менее 18 человек. Как утверждает ведомство, все они получили тяжелые травмы, не совместные с жизнью. Кроме того, в ходе беспорядков еще 243 человека пострадали, среди них 38 сотрудников правоохранительных органов, 516 протестующих были задержаны. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и к таким срокам, которые дают людям? Они на это заслужили? Также в СИЗО в Узбекистане умер Палат Шамшетов, сын первого и единственного президента Каракалпакстана. Он умер в СИЗО через 5 дней после того, как его приговорили к 6 годам тюрьмы. Предварительная причина смерти – сердечный приступ, но изучать обстоятельства смерти будет парламентская комиссия по расследованию протеста в Нукусе. Как вы относитесь к этой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.